Особая дата в истории Якутии. В этот день произошли сразу два знаковых события в общественной и политической жизни региона. В Нюрбинском комбинате реализуют проект по повышению операционной эффективности. Обучение проходит в формате тренингов и деловых игр. Юный певец родом из Якутии вошел в тройку финалистов. Сезон передачи «Голос дети» на Первом канале завершен. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. 27 апреля – особая дата в истории Якутии. В этот день произошли сразу два знаковых события в общественной и политической жизни региона. В 1922 году была образована Якутская автономная Советская Социалистическая Республика. А ровно 70 лет спустя, в 1992 году, вступила в силу новая Конституция Республики, которая определила статус Якутии как субъекта страны. В этот день глава республики находится в селе Хатырык Намского улуса на родине Максима Амосова. Традиционно 27 апреля на территории всей республики почтут память и возложат цветы памятникам выдающихся политических деятелей Якутии. День республики отмечают и в Нерюнгринском районе. На прямой связи со студией наш корреспондент Александра Цыбикова. Александра, приветствую. Расскажи, какое празднование запланировано в Нерюнгри? Да, Юлия, здравствуй. Хотелось бы поздравить всех с Днем Республики. И в Нерюнгринском районе запланировано множество мероприятий, приуроченному к этому празднику. С 23 числа в городской библиотеке города Нерюнгри проходит выставка «Моя Родина. Просторный край». Буквально накануне завершился конкурс рисунков и устный журнал «Моя Родина». Вот только что за моей спиной закончился флешмоб «Якутия в движении». В 13:30 начнется традиционный хоровод Осохай на этой же площади и продолжится выступлением творческих коллективов Нерюнгринского района. А в 16 часов Центр культуры имени Пушкина приглашает всех горожан на ансамбль, на танцевальный концерт ансамбля «Артык». Вот такие мероприятия. Сегодня у нас светит солнышко. Несмотря на то, что буквально позавчера выпали осадки в виде снега, сейчас все горожане на площади еще будут и будут собираться. Юлия. Спасибо, Александра. Я напомню, на прямой связи с Якутском была наш корреспондент из Нерюнгри Александра Цыбикова. Во всех уголках республики жители празднуют эти даты шествиями, концертами и выставками. А как отметили День Якутии в Москве, расскажет Татьяна Черемкина. С самого утра в постоянном представительстве Якутии в Москве встречали гостей из федеральных органов власти, всех тех, кто на протяжении многих лет тесно сотрудничает с Республикой Саха, а также ветеранов государственной службы якутян. Для гостей в холле «Ленские столбы» организовали выставку художника, слава которого вышла не только за пределы малой родины, но и всей России – Семена Луканси. Семен – лауреат международных и российских выставок, участник различных фестивалей. Марокко, Израиль, Турция, Финляндия, Исландия, Италия – неполный список стран, где в частных коллекциях находятся произведения этого самобытного художника. Якутия – одна из самых прекрасных и богатых областей, республик России. Но не только ее природное богатство, не только красота ее народного искусства, ее ювелирного искусства, ее орнаментов, но и молодое достояние, художники также являются ее богатством. Картины Семена Луканси наводят на размышления о прошлом, о наших истоках. В них ярко выражена любовь художника к своей земле. Я впервые в этом представительстве Республики Саха-Якутия в Москве открылась выставка моего студента, замечательного яркого мастера, уже молодого художника, яркого мастера. И я хотел бы в связи с этим поздравить всех с этим замечательным праздником, национальным праздником Республики Саха-Якутия. В зале республики прошло торжественное заседание, которое открыл постоянный представитель Республики Саха-Якутия при президенте России, первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Андрей Федотов. Сегодня мы находимся в преддверии знаменательных дат в жизни республики. В 2022 году мы будем отмечать столетие образования Якутской ССР, а в 2032 году 400-летие вхождения Якутии в состав российского государства. В Республике Саха проходит год консолидации. В праздновании Дня Республики приняли участие представители многих республик, краев и областей. Сегодня очень важно, чтобы все регионы Российской Федерации взаимодействовали активно друг с другом
и в экономической, и в гуманитарной сфере. Помогали бы друг другу, обменивались бы не только товарами или услугами, но и важнейшими достижениями в науке, культуре и во всех отраслях нашей жизни. 60-летию открытия первых алмазных трубок «Мир и удачный» посвящена «Алмазная книга России». Авторам книги Владимиру Пескунову и Валерию Рудакову на торжественном собрании была вручена премия имени Александра Сидоренко за лучшую популяризацию профессии геолога. Было приятно, что было очень много гостей из других республик, и видно, что наша республика, она всегда была впереди планеты всей. Я всем всегда это говорю. Почему? Потому что у нас был первый год детства, у нас был первый год семьи. Мы провели первые «Дети Азии». Активно развивается IT-направление, кино. В прошлом году мы выиграли ММКФ. Все то, что происходит в республике, задали импульс те наши, будем называть отцы-основатели, которые учредили этот праздник. Татьяна Черемкина, Евгений Воронкин, Москва. Конкурс чтецов, который объединил Санкт-Петербург и Якутию. В поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района состоялся региональный конкурс на стихи поэтов, юбиляров, цветы и крепни «Якутия моя». Событие приурочено ко Дню образования республики. Среди 150 участников конкурса были и представители северной столицы. Они участвовали в заочной форме. Воспитанники детского сада номер 1 Калининского района Петербурга прочитали стихотворение народного поэта республики Леонида Попова. Прохладного кумыса вкус, и хамуса былую пуст, и свет одежду расплеснул, люблю Якутию родную. Трудно представить, но у воспитанников этого детского сада нарушение речи. Но это не помешало им принять участие в конкурсе чтецов. Отметим, что интересоваться культурой и традициями Якутии юные петербуржцы начали всего около 2 месяцев назад. В их творческом арсенале уже имеются костюмы, рисунки и даже северные танцы. Конкурс «Цвети и крепни. Якутия моя» проводится в 11-й раз, и впервые в нем приняли участие петербуржцы. Всем участникам организаторы вручили сертификаты и почетные грамоты. Я думаю, дружбу с вами мы будем поддерживать и расширять как-то, поэтому, может быть, даже обмен опытом между детскими садами Якутии было бы тоже очень замечательно включить в наш план. Работники на Кынской площадке знакомятся с новыми производственными системами, изучают инструменты бережливого предприятия. Одна из основных целей нового проекта – реализация инициатив, направленных на существенное повышение алмазодобычи в Нюрбинском комбинате. Обучение проходит в формате тренингов и деловых игр. Подробности у Марфы Яковлевой. Изменения в горнотранспортном переделе и в работе обогатительной фабрики. Первый результат проекта по повышению операционной эффективности Нюрбинского комбината. Внедрить лучшие практики, которые были с успехом использованы в других компаниях у себя в Алросе. И, конечно же, помочь найти нам те инструменты, которые лучше всего будут работать именно в Алросе. И за счет этого трансформировать всю культуру компании «Алроса». Конечно же, это путь достаточно продолжительный. Основные цели проекта – реализация производственных инициатив и вовлечение работников компании в современные подходы к операционной эффективности. Эксперты программы проводят обучающие тренинги и деловые игры, где разбирают весь производственный процесс, начиная от взрыва и доставки руды, заканчивая переработкой. Главное здесь – слаженная работа команды. По словам приглашенных экспертов BCG, такие игры позволяют работникам правильно понимать, что от них ожидают. С одной стороны сокращаются затраты, с другой стороны, и даже более важно, повышается объем производства. Да? Это значит, что компания может в будущем будет зарабатывать больше, может больше инвестировать, да, и будет, скажем, очень хорошо подготовлена к возможным стратегическим вызовам, которые
в будущем ожидает компанию, например, как искусственные алмазы. Помимо деловых игр, обучение включает развитие целеполагания, навыки презентации, проведение совещаний и работу с конфликтами. Весь образовательный процесс рассчитан на несколько месяцев. По итогам эффективности программы компания планирует внедрить новую систему и на других производственных площадках. Таким образом повысит операционную эффективность всей компании «Алроса». Марфа Яковлева, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Архиепископ Якутский Ленский Роман благословил разлив воды в агропромышленной корпорации «Якутия». Напомню, предприятие начало производство негазированной питьевой воды «Троицкая Градоякутская» в 2017 году. Вода отвечает всем требованиям и международным стандартам. Ее добывают из артезианской скважины. Как отметили в ФПК «Якутия», спрос на воду растет с каждым годом. Отметим, что часть вырученных средств от продажи троицкой воды идет на восстановление Свято-Троицкого кафедрального собора в Якутске. Мы увидели, это достаточно стерильный, осторожный, благоговейный процесс, ибо имеет отношение к питьевой воде, той, которую мы потребляем. И поэтому нужна помощь Божья, поэтому молитвы сегодня мы сотворили о тех людях, чтобы они делали работу свою правильно, мудро и благоговейно. Мы приняли решение расширить ассортимент воды, то есть у нас до этого, то есть включая прошлый год, был объем только 0,5. С этого года мы начнем делать объем литр, 1,5 литра и, соответственно, 2. Прямо сейчас для освящения пасхальной еды в Градоякутский и Преображенский кафедральный собор жители столицы региона несут куличи и яйца в преддверии Светлого Христового воскресения. Великий пост заканчивается, когда наступает Пасха, самый главный праздник православных христиан. В этот день в храм приходят тысячи православных. Обряд освящения продуктов всегда становится радостным событием. Люди объединены общим светлым ожиданием праздника. Традиция – это доброта, это радость, это добро и любовь и близким, и нашим всем сотоварищам, детям. Это ежегодная для нас традиция. Мы каждый год ходим, освещаем, радуемся со всеми людьми празднику. Валера Кузаков вошел в тройку финалистов «Голос дети» на Первом канале. Его признали лучшим в команде наставницы Пелагеи. Попав в суперфинал, Валера исполнил песню «Как молоды мы были». По итогам финального зрительского голосования он уступил Макелле Абрамовой, ученице Светланы Лободы. За Макеллу проголосовали больше половины телезрителей и вручили сертификат на запись первой песни и приз в 1 миллион рублей. Валера родился в Якутии, однако сейчас он и его родители проживают в Подмосковье. Как тебе выступать в прямом эфире, зная, что тебя смотрит вся страна? Ну, в прямом эфире выступать не как на съемках, а в прямом эфире надо все, как сказать, в прямом эфире это как-то, ну, вот я еще никогда не снимался причем, и как-то это было для меня сложновато, но теперь я знаю, как устроен прямой эфир, и это круто. Тебе обидно, то, что ты не прошел дальше? Нет, потому что я уже очень далеко прошел, и я вообще думал, я где-то, ну, не выйду даже в финал, даже когда Пелагея меня выберет. Я очень поздравляю Микелу. Микела, ты супер, и ты лучшая. Оставайтесь с нами, будьте в курсе главных событий.